Здравствуйте, Георгий. Я здесь военный. Николай Акимович встречает гостей по-военному. В свои 90 он старается жить в полную силу, впрочем, как и всегда. Пятый ребенок в семье, он помогал родителям по хозяйству, а в начале войны пошел работать. Трудился в колхозе, зимой на лесозаготовке. В 18 лет ушел на фронт. О тех годах он сегодня часто рассказывает молодому поколению. Я, когда был в Коквицкой школе, я выступал. Да они меня обнимать стали. Мы, говорит, впервые видим, понимаешь, живой участок войны. Это чего-то значит. В школах всегда спрашивает, знают ли дети своих дедов и прадедов, и всегда получает положительный ответ. Ребята активно интересуются подробностями жизни в военные годы, что Николая Акимовича очень радует. А еще он объясняет, что могло бы случиться, если бы советский народ не добыл победу. Не так-то просто было бы это победить, потому что сила-то была у немцев на несколько раз сильнее, чем Советского Союза. Цель-то у них какая была, чтобы забрать территорию до Урала, уничтожить народ и оставить только в пределах 2 миллионов рабов. Значит, если немцы победили, дети вы не были, вас не было здесь. Великая Отечественная закончилась, но Николай Рочев отправился не домой, а дальше защищать родину. Во времена советско-японской, говорит фронтовик, всю Монголию прошли пешком. Ветеран помнит каждый день тех лет, каждый бой. Последний бой был, мы освободили Тунляо город, большой город, промышленный город. Заняли оборону, все это, вот, и ждем, полчаса ждем, никакой команды нету. Вот, а потом прибежал, видимо, посыльный прибежал и сообщил, что кончилась война. Вернувшись с фронта, Николай Рочев заочно окончил Московский финансово-кредитный техникум. Работал начальником сберкассы в Ненецком округе, затем в Коме. Он один из первых в России получил звание «Отличник Госбанка». На заслуженный отдых ветеран вышел в 94-м, но работу общественную, особенно по патриотическому воспитанию молодежи, оставлять не собирается. Константин Куратов, Ольга Коняева, Николай Богданов, телеканал Юрган.